Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля до 3 мая 2020 года для козерогов. Это у нас карта недели. Это отношения для козерогов, работа, финансы, удача недели, проблема недели, совет. Семерка пиковая говорит о том, что эта неделя очень богата на какие-то бумаги, на заключение каких-то договоров, подписание каких-то бумаг. Это может быть неделя, когда мы оплачиваем счета какие-то очень важные, заключаем важные договоры. Это когда мы получаем какие-то важные письма, там поздравления, может быть, даже дипломы кто-то получает. То есть очень хорошее время для разного рода бумаг. Если пришло время что-то переоформлять, тоже хорошо. То есть, это даже может быть событие какое-то, допустим, заключение брака, да, и вы регистрируете это все в государственных органах. Или рождение ребенка, опять же, получение свидетельства и так далее. То есть, какие-то события, которые закрепляются у нас законом. И они вот выходят на первый план. Ну и, конечно же, просто коммуникации с помощью писем, звонков и так далее. Это тоже очень важно, становится на этой неделе. Определяющее значение имеет. Чем больше общаемся, тем лучше для нас. Это чем тверже мы следим за тем, чтобы у нас все счета были оплачены, опять же, тем лучше для нас. И если, кстати, у нас есть какие-то сложности с выплатами, там, с долгами, то вот есть возможность или заработать, или вот найти какой-то выход, да, то есть, очень хорошая карта для того, чтобы решать какие-то проблемы с долгами, с бумагами, документами и так далее. Отношения. Для отношений, для тех, кто в поиске партнера, девятка трефовая говорит о том, что в отношениях много будет, скорее всего, возможностей знакомиться, но вот не будет прям какого-то конкретного человека, который вам прям вот безусловно бы понравился. Кроме того, здесь вот эта карта даже говорит о том, чтобы мы знакомились как можно с большим количеством людей, потому что через какое-то время мы можем из этих людей выбрать человека, который нам понравится. Это, скорее всего, группа по интересам, это группы по профессиональной какой-то деятельности и обучение в том числе. Вот здесь вот тоже может быть такое знакомство. То есть как можно больше должно быть контактов. Причем люди должны нам нравиться, у нас должны быть общие интересы. Теперь шестерка пиковая для тех, кто в паре. Карта говорит о том, что вот как раз вот вопросы разных государственных учреждений выходят на первый план. Вот, скорее всего, это будет очень важно для нас, для нашей пары, для нашей семьи. Решения каких-то государственных, вот именно разрешение каких-то государственных вопросов, юридических вопросов, все, что связано с судами, может быть, да, тоже здесь вот очень важно, если вот для кого-то эта тема будет проигрываться. Кроме того, здесь у нас может быть шестерка пиковая. Знаете, все, что связано с чем-то удаленным, да, то есть может быть, у вас кто-то из родственников за границей, да, и вы решаете, допустим, вопросы, чтобы они могли вернуться. Или наоборот, вам нужно поехать куда-то далеко, и вот вы выискиваете возможности, чтобы разрешение для этого получить. Также карта говорит о том, что один из партнеров может как-то очень сильно возвышаться, да, то есть привлекать к себе общее внимание, требовать, чтобы только ему там угождали и так далее. То есть вот если это проблема, да, по карте, то вот так это может проявляться. Здесь, конечно, лучше вот когда мы действительно в работу энергию тратим, когда мы тратим вот на решение каких-то вопросов, связанных с внешним миром. Потому что если, допустим, вот эти энергии проигрываются в отношениях, то тогда вот может быть, знаете, такие ситуации подавления, критики,
Ну, в общем, не очень приятно, когда один человек подавляет другого, да, и эта карта также зависимости, когда один человек зависит от другого там в деньгах или даже в чувствах и, в общем, любого рода зависимости. Также эта карта говорит еще о том, что одному из партнеров, возможно, на этой неделе придется брать ответственность за всю семью. То есть, может быть, у другого партнера нет там работы или нет какое-то время возможности там заработка, да, и один партнер будет как бы всех кормить. Дальше. Если говорить о работе, для тех, кто в поиске работы, дама трефовая выпадает, здесь, знаете, как бы 50 на 50. Вы можете найти работу, которая вам очень хорошо подходит, но здесь, скорее всего, нужно будет протекцию обязательно, чтобы либо были помощники, либо какие-то организации, которые подбирают персонал, да, то есть вот здесь вот как бы напрямую сложно, как-то нужно искать пути. Либо вот, может быть, вам пообещают, да, и не выполнят свое обещание, либо тут появятся какие-то конкуренты. В общем, немножко сложно здесь, сложная ситуация. Вот лучше через кого-то этот вопрос решать. Для тех, у кого есть своя работа или дело, девятка червовая говорит о том, что здесь очень важные события происходят в плане вот администрации, там, вернее, на уровне администрации, государственных законов, что-то такое, да, происходит, что влияет на вашу работу и на бизнес. Вот карта говорит о том, что некоторые ограничения могут сохраниться, что-то, допустим, какие-то послабления будут, но некоторые ограничения могут сохраниться, и это влияет все-таки на работу. А вообще вот эта карта каких-то новых событий, новых людей, каких-то перемен все-таки. Причем здесь вот все завязано на связях, на коммуникациях, на общении с людьми. Если здесь у вас все в порядке, то и в плане работы, в плане бизнеса тоже будет все хорошо. Если же нет, то нужно вот сейчас как бы главный фокус настраивать на коммуникации, да, написать, допустим, тем клиентам, которые раньше у вас были, да, чтобы вот как-то базу вот эту обновить. Может быть, еще новые какие-то нужны связи, новые коммуникации для того, чтобы работа продвигалась. Но в любом случае вот здесь вот нужно на какой-то новый уровень выходить. Перемены это, ну, как бы этого требуют. Теперь финансы для тех, кто на зарплате, туз пиковый. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет работа на дому, и как бы по результатам будет меньше оплата, либо вообще отпуск, когда вы вообще не зарабатываете. Также карта говорит о том, что, может быть, есть возможность заработать другими какими-то способами, не на работе, да, а есть вот у вас какие-то хобби или еще что-то, вот какие-то таланты, увлечения, вы можете с помощью этого зарабатывать, как-то поддерживать себя. Для тех, у кого свое дело, король трефовый. Карта говорит о том, что здесь, прежде чем получить какие-то деньги, нужно очень много поработать, причем поработать головой. Тут больше интеллектуальный труд. За интеллектуальную деятельность приходят деньги. Это раз. Во-вторых, тут деньги могут нерегулярно приходить, откладываться как-то. Может даже кто-то вас обмануть на деньги. Вот тут нужно быть осторожными. И вообще, пока вот ситуация переменчивая, неясная, да, вот то же самое с деньгами может происходить. То есть может быть какая-то неопределенность вот в плане финансов, хотя здесь это все временно, это быстро проходит, и будет ситуация все равно проясняться, денежки будут. Давайте добавочную посмотрю. Ну, смотрите, если, допустим, у вас нет на этой неделе денег, будут деньги обязательно у ваших близких, у вашей семьи, у друзей и так далее. То есть, ну, не пропадете вы в любом случае. И поддержка здесь у вас очень хорошая. Восьмерка пиковая выпадает как удача недели. Эта карта говорит о том, что чем больше у вас связи с другими людьми, тем лучше. Это будет помогать решать абсолютно все проблемы, вопросы. Это вопросы с какими-то оформлениями бумаг, решать будут
решаться вопросы с там, администрацией и так далее, юридические какие-то вопросы, денежные, в общем, абсолютно все. Кроме того, здесь у нас вообще все, что связано с большим количеством людей, с группами, с какими-то собраниями, это все важно. Чем больше знакомств, тем лучше. Чем шире аудитория, с какой общаемся, тем лучше. Вот как бы нужно обязательно создавать такие гармоничные взаимоотношения. Проблема 8. Бубновая говорит о том, что мы надеемся, что само собой все поменяется, что придет счастье и у нас само все решится. И нам для этого не нужно прикладывать никаких усилий. Это, конечно же, иллюзия, и это нам мешает, это выступает как проблема. Совет на неделю король червовый. Карта говорит о том, что нужно заняться не только делами и зарабатыванием денег, нужно уделять время семье, дому, может быть, там и ремонт нужен, или просто порядок навести, нужно уделить внимание там детям, родителям, поговорить по душам, решить проблемы вот первой необходимости, да, самое главное, деньги, чтобы были вот на это. То есть вот самое важное – это наши близкие, друзья, родственники и так далее. То есть вот наш дом – это как бы опора. То есть совет не зацикливаться на чем-то одном, надо, чтобы на все хватало времени, и если даже сложно с этим, нужно выделять все-таки, выискивать время для того, чтобы побыть с близкими. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, удачи, до новых встреч!